Так, ассаламу алейкум, добрый вечер. Слышно меня? Как слышно? Прием, прием. Напишите. Ага. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Рад снова вас читать. А, На этот раз вроде бы все включилось. Сейчас проверим звук. Как со звуком, ребят? Слышно хорошо. Кто первый увидит? Так, слышно. Салам, салам. Четко, все отлично тогда. Как изображение? В прошлый раз свет был тусклый, и через планшет было все не очень. Изображение тоже хорошо, да? Так, салам алейкум, ва алейкум салам. Нас становится все больше и больше. Да, очки идут. Я тоже всех рад читать. Всем рад. Спасибо, что смотрите. А, Можно сказать, журналистская деятельность моя, как меня уже тут назвали, начинается. Так, приветствую вас, Аслан. Сегодня День воли в Беларуси. Приветствую, Беларусь. Ва алейкум салам, Джордж Харрисон. Привет, привет Киеву. Криминал 1337. Модератор Волшу. Модераторов я уже даже лишних назначил. Пока ДРС ходит, пока вышел. Джабраил Е90. Тебе не опасно в Германии? Почему же мне опасно? Мне не опасно. Мне хорошо в Германии. Так. Привет из Израиля. Израиль, привет. Ассалам алейкум. Султан Султанович. Ва алейкум салам, Султан Султанович. Привет из Бердянска. Всем привет, всем салам. Ребят, я бы хотел бы начать с одной важной новости, информации, которую хотел я сейчас донести. В Украине у нас есть такой Муслим Чеберлоевский, комбат батальона имени шейха Мансура, который с первых дней стоит на страже Украины, который вместе с Исой Мунаевым туда вместе приехали. Это наш старый боец, который сражался в первой русско-чеченской войне, потом во второй русско-чеченской войне. Очень опытный, очень мудрый и очень хороший человек. Так вот, он очень часто, не так уж, как я бы хотел бы, конечно, но много давал интервью. Я прошу, вот кто меня смотрит, в том числе моего модератора, одного из или всех, вырезать вот этот момент, к которому будет обращение. Я его потом отдельно еще у себя на канале выложу. Так как меня просили говорить на русском, вот когда в прошлом эфире я иногда переходил на чеченский язык, просто по необходимости. На этот раз я буду говорить по-русски, где будет такая возможность. Так вот,
Муслим Чеберлоевский будет отвечать на вопросы. Он уже получает вопросы, и я бы хотел бы обратиться ко всем чеченцам, потому что он будет отвечать на чеченском языке. Много он отвечал на русском языке, украинскому телевидению, но вот на европейскую нашу общественность, чеченскую общественность, я хотел бы довести информацию. Он будет отвечать на вопросы, и если вы мне, там в описании есть мой e-mail, также под этим видео, не сейчас писать эти комментарии вот здесь в стриме, а под видео моим напишите, пожалуйста, свои вопросы Муслиму Чеберлоевскому, комбату шейха, батальона имени шейха Мансура. Я обязательно все эти вопросы ему передам. Вы можете написать как в Инстаграм, мне тоже Инстаграм есть там в описании мой. Один Фейсбук мой заблокирован, так что туда писать бесполезно. Потом, пишите в Инстаграм, кто чаще пользуется Инстаграм, или же под этим видео, или мне на e-mail. Я эти вопросы все соберу и передам Муслиму. Вопросы можно писать как на чеченском. Я обращаюсь к чеченцам, потому что Муслим будет отвечать, его интервью будет на чеченском языке. И поэтому можно будет писать хоть на русском, хоть на чеченском, но он будет отвечать на чеченском. Цундейла, я призываю отправлять вопросы. Я попозже еще раз напомню это, потому что сейчас нас 200 человек, 206 человек смотрит, чтобы еще кто присоединится, и потом я еще вырежу и отдельно будет, потому что для меня важно, чтобы та борьба, которую ведут наши бойцы в Украине, была вам известна, им это важно, ну и нам всем это важно. И будет хорошо, если мы порасспрашиваем. Теперь по поводу вопросов. Сейчас перейдем к вопросам. Так, сейчас. Аллах хиттамхек ал ниц лойл хахарбола дакиях. Автор мне прислал донат, дейрейс хуйль саваш. Дал ниц лойл вайн масарна. Аслан, Жорж Харрисон пишет. Аслан, смотрел сегодня заседание парламента ЧР на ЧГТРК? Прокомментирую, если смотрел. Нет, Джордж Харрисон, я, к сожалению, не посмотрел. Иногда я смотрю, не часто удается, но иногда я смотрю. Так. Ассалам алейкум. Эфир вот уже 8 минут как идет. Так, Миша Мансуров. Здравствуйте, Аслан. Я из Харькова. Слышал такую информацию, что украинские националистические формирования в своей верхушке подчиняются КГБистам. Что скажете по этому поводу? Ну, я не хочу, особенно перед выборами, вмешиваться в внутренние дела Украины. То, что КГБшники, у КГБ был девиз вербовать всех как можно от прачки там, до министра, это всем известный факт. Поэтому не знаю, есть ли среди националистов, наверное, где-то есть, но везде есть, наверное. Поэтому больше ничего сказать не могу. Так, Джахар Дудаев. Ассалам алейкум. Так, куда делся вопрос? Ассалам алейкум. Какое отношение ты имеешь к правительству Чеченской Республики Ичкерия? Ты в команде Закаева. Ва алейкум салам. Я к правительству Чеченской Ичкерии не имею никакого прямого отношения. Я не в команде Закаева. Я единомышленник Закаева. Когда я приехал сюда, в Европу, в Германию, для меня я хотел принести пользу нашему делу, так как, находясь в России, я пытался защищать людей, защищать
права человека, и ну, это очень сложно там делать. Когда я сюда приехал, я решил, что я продолжу это дело, и с этой мыслью, в принципе, я и приехал. И я решил, как для юриста, для меня важно было, ну, первое, что для меня было, я знал, что в команде или сообща, или с единомышленниками я смогу сделать больше. Я, как юрист, первое для меня важно было юридическая легитимность тех, кто призывает. Признаюсь честно, это ни для кого не секрет. Я как бы не вдавался в эти подробности. Для меня, я как зная, как работает российская пропаганда, потому что она врет все время так много лжи, что ты теряешься в этой лжи. И я придерживался одного простого правила. Я должен слушать, что говорит президент, и остальное наладится. Как мы знаем, Аслан Масхадов был нашим президентом, я слушал его, он говорит, это хорошо, он говорит, это плохо, это плохо. Я для себя определил такую простую теорию, вывел для себя и придерживался ее. После шахады нашего третьего президента, Абдул Халим Садулаев тоже недолго правил, тоже я слушал его, придерживался, ну, что он говорит. Ну, я читал прессу, интересовался. Я так развернуто отвечаю по Закаеву, потому что я бы хотел бы донести позицию именно то, что касается самого Закаева, не то, что я там это делал. Я просто хочу объяснить. Потом был Дока, и Дока в 2007 году упразднил, ну, точнее, сложил в себя полномочия и возглавил организацию «Имарат Кавказ». Вначале она не проводила террористических актов против мирного населения, не объявляла войну всему миру, но я как бы понимал, как здравомыслящий человек, как юрист, что как бы юридически вот так бросить Ичкерию, которую мы потратили многие годы лучших умов, лучших из лучших наших сынов, жизни мы отдали, много сражались. Я это все понимал, ну, простое правило. Видать, ФСБ тоже знали, что есть такие люди, которые ленятся разбираться во всем, потому что у него свои дела, свои заботы. Там, и еще ко мне попадали по разным обстоятельствам люди, которые там попадали, ну, задерживались, их арестовывали. Я с ними общался, и они все поддерживали Доку, потому что Дока был их президент, а потом амиром. Он сложил в себя президентство и стал амиром организации, которую исламская Имарат Кавказ. И когда я сюда приехал, я начал разбираться во всем этом, и самый человек, которому я искал всех, да, вот я обращался там, искал Сараляпова, как председателя парламента, бывшего председателя парламента. Но Сараляпова я не нашел. Я искал, как мог, ну, человек, который возглавляет государство, и в моем понимании, да, как если президент и вице-президент сложили себя полномочия и ушли, да, возглавили другое образование, должен как бы председатель парламента. Я не нашел никаких контактов. Потом я нашел с Ахьядом Идиговым контакт, начал с ним общаться. Ну, и Ахьяд Идигов, ну, не на все вопросы мне смог ответить, и я не видел конкретной программы. Потом я общался с друзьями, с товарищами Ахмеда Закаева. Ахмеда Закаева мы сейчас видим как человека в костюме, там, в галстуке, там, с небольшой бородой, седой бородой. На самом деле это человек-воин, этот человек сражался. Я вот до эфира общался с человеком, который мне рассказывал про Ахмеда Закаева, что этот человек реально участвовал в реальных сражениях
никогда не нарушал международного права по отношению к пленным, к ведению боевых действий и показал себя как настоящий муджахид, как настоящий воин, как защитник своего отечества. Этот человек получил ранение и был вывезен. Эта история тоже о многом говорит о человеке, когда человек не просто теоретик, а практик. И Ахмед Закаев с первых дней, ну, можно сказать, с первых дней войны, а может еще раньше, я точно сейчас не знаю, несет вот эту именно и в политическом смысле знамя, бремя, это тяжелое бремя нашего государства. Юридически все сходилось к тому, что Ахмед Закаев является премьер-министром нашего правительства. Сейчас оно называется в экзиле, то есть изгнание. Это, может быть, кому-то из чеченцев покажется немного неприятным, но это обычная юридическая практика, когда государство оккупируется, и после этого приходится правительству сохранить свою государственность, уходить, потому что существование правительства, я ранее говорил об этом, еще многое писал об этом, это одно из условий независимого правительства, это одно из условий существования государства по международному праву. Я с Закаевым не общался, я общался с его товарищами, с тем же, с Хусейном Исхановым. Хусейн Исханов тоже воин, тоже прошел от и до, с президентом был нашим соратником, его братом, другом, хотя никогда понебратства он перед другими не показывал. И вот я развернуто хочу ответить по поводу Закаева на заданный вопрос. В конце концов, я начал, как могу, помогать. Как бы мы знаем, в какое время мы живем, какая агентура может быть. Там масса можно быть. Там можно быть от агента до полезного идиота, который считает, что он там все знает, все видит, не прочитав ни одной книги. Политика, политология – это наука, это огромнейшая, сложная наука. И человек, который 28 лет на практике, да, не только на теории, но и в практике испытывает. И я пообщался потом с Закаевым, как-то у нас была встреча, 23 февраля 2018 года мы подавали Международный уголовный суд в Гааге заявление на военное и политическое руководство, о котором я тоже сейчас попозже расскажу. Подавали на военное и политическое руководство России заявление. Там мы встретились с Ахмедом Закаевым. Ахмед Закаев мне подарил там символичный сувенир за то, что я хороший парень. И там я пообщался с этим человеком. Я проникся к нему огромным уважением. Этот человек знает, что делает. Этот человек знает, куда идет. В команду я не напрашивался. Время такое, что ты можешь быть очень хорошим. Ну, могут и купить, и это делать, и это. Поэтому я не в команде Ахмеда Закаева. Я его единомышленник. Я человек, который его безмерно уважает. И считаю, что этот человек на сегодняшний день несет огромное бремя на себе, еще больше, еще при том, что многие, я тоже не понимал, я знал Ахмед Закаева, кто его не знал. Ахмед Закаев был участником подписания договора о мире между двух стран, Россией и нашей страной. И человек с огромнейшим опытом. И я считаю, что этот человек достоин сегодня. Кстати, по-моему, около недели назад на него готовилось покушение, об этом писала пресса. Это тоже один из признаков, да, мы знаем, что всех, кто им мешает, они убивают. И на Ахмеда Закаева готовилось покушение, и спецслужбы Ми-6
предотвратили это покушение, выявили цепочку, человека не задержали, он оказался в России, но сам факт, то, что готовилось преступление, это уже стало известно журналистам, видимо, из спецслужб. И Ахмед Закаев именно тот человек, который никогда не предавал, и я абсолютно уверен, этот человек никогда не предаст. Вот хороший вопрос, и поэтому я так развернуто на него ответил. Сейчас тогда пойдем дальше. Так, я тогда перелистаю, как в прошлый раз, чтобы не было, что я отвечаю, уже стрим уходит, и я там, на 10 минут опаздываю, как мне писали. Так, Джондо Бондо. Так, где этот вопрос? Можно объяснить людям, что значит пучи и как касались они Джохара Дудаева, Зуяда Гамсахурдия? Конечно, если вы сами знаете об этом, спасибо. Джон Бондо, к сожалению, я не знаю по этому поводу ничего. Я не буду отвечать, делать вид, что я все знаю, я далеко не все знаю. И поэтому я кое-что слышал и про Зуяда Гамсахурдия, и знаю, что он у нас был, и жил, и погиб он у нас, и как о нем Джохар отживался, а Джохар просто так не мог отзываться, потому что Джохар был очень требовательным человеком, он его называл своим братом. Так. Так, Аслан. Миша Мансуров задает вопрос. Аслан, скажите, может ли украинец жениться на чеченке? Знаю, что по традиции нет. Бывает ли исключение? Да. Может, если выйдет, может. Но есть один момент. Она не может выйти. Она не может, потому что мусульманка может выйти только за мусульманина. И в связи еще с этими военными действиями, которые уже 400 лет идут, перманентно мы переживаем геноцид, у чеченцев сформировалась традиция, даже будучи мусульманами, мы плохо выдаем за другие национальности. Более того, даже мусульманские, за немусульманские даже не обсуждается, потому что девушке нельзя выходить, так как в исламе женщина должна подчиняться мужчине, и есть вероятность, что она отречется от своей религии. Мужчине можно брать не мусульманку, и даже если она не мусульманка, как бы говорят, что примет ислам и может там выйти. Мужчине можно брать, как я слышал, как я знаю, даже не мусульманку, так как мужчина, хотя бывает и наоборот, главный считается в доме, да, по исламу. Мы даже не выдаем, например, если мы живем в одном направлении, регионе, районе нашей страны, в другой. Это такие уже устаревшие. Мы должны знать, чья она, кто она или он, если она выходит замуж. Мы должны знать всю подноготную. И поэтому у нас в этом плане такие очень консервативные взгляды на все это. Мы очень даже среди чеченцев не выдаем на это. В этом плане, потому что считается не просто она вышла, и они там зажили счастливо. Это еще связано с тем, что мы роднимся семьями, мы абсолютно родными людьми становимся. И поэтому в этом плане мы подбираем очень сильно. Это связано с тем, что мы, наверное, уже 400 лет находимся в войне, и нам нужно сохраниться, контролировать все наше общество в какой-то степени, как некоторые говорят, можно
не соглашаться с российской пропагандой, но в какой-то степени признать, что да, мы более закрытое общество. Ну, когда мы освободимся, станем, возможно, мы будем выдавать уже и в дальние районы тоже. Так. Так, сейчас мы опять ушли, пока я тут отвлекался. Так, вот Симба отвечает: скажу от чеченок, мы все-таки хотим замуж только за чеченца. Да, Симба, мы потеряли 30% населения, и нам нужно усиленными темпами восстанавливаться. Ассалам алейкум, ДГБ-ЧР говорит. Ассалам алейкум, Аслан. Аллаху ахту бойла. Дерес хуйль массейра бойлу эдалату. Мне пожелали всего самого хорошего, чтобы Господь Бог помог мне во всем. Рамзан Яхьяев, Аслан, как там в Германии? Рамзан, здесь супер просто. Только Путина не хватает. Жили бы так хорошо, еще Путин жил бы тут с нами. Ну, я предпочитаю, что он жил в Голландии. В Голландии есть очень комфортабельные тюрьмы. И я бы хотел, чтобы он жил в Европе с нами тут. За ингушей можно, за ингушей выдают. Ну, то же самое. И ингуши тоже хотят. Ну, мы один народ. И поэтому у них тоже там незнакомым, другим отдавать. И мы тоже, ну, вот мне тут задали вопрос, можно ли отдавать, Ше задает, за ингушей можно ли выдавать. Так. Интервата говорит: Аслан, поздоровайся со всеми. Василь, отдельно тебе привет. Спасибо за модерацию. Всех приветствую. Еще раз всем ассалам алейкум и всех приветствую. Так. Ставьте лайки, кто на свободе, говорит Интервата. Да, тот, кто это, как билетики. Чем больше поставите лайков, вот у вас 440 человек смотрит, 180 лайков. И получается, половина без билетов смотрит. Да. Так, кто-то говорит, за лайки его могут наказать. Если наказывать, не ставь. Это все, это даже не обсуждается. Так, диванный эксперт задает вопрос. Вам не кажется, что чеченский консерватизм никак не вяжется с европейскими ценностями? Конечно, не кажется. Европейские ценности, они разные. Да? Знаете, Европа, она большая. Та же Чечня– это Европа. И наши ценности должны быть для всей Европы такими же ценностями, как их ценности мы будем принимать, они должны принимать наши ценности. Мы никому не навязываем не выдавать своих женщин за других. Если у них такое есть, и они 400 лет воевали, и они там отслеживают, там, с кем они будут родниться, это их право. Не выдадут они замуж за чеченца, немку не выдадут, но это их право. Конечно, для любящих сердец это будет трагедия, ну, что поделаешь. Поэтому с нами придется считаться всем. Почему бы нет, если мы считаемся, и с нами надо считать. Так. Так, Лаймис, hello from Lithuania, если я правильно прочитал. Привет, Литва. Так, Рамзан Яхьяев, опять на тебя попал, Рамзан. Аслан, ты слышал в митинг в Москве против Путина? Да, они часто проводятся.
Да, кстати, по поводу вот этих митингов и вот этой революции. В прошлый раз я говорил, что чеченцам ни в коем случае нельзя поддерживать в военном плане, ну, в физическом плане российскую революцию по свержению Путина, вот этой своей ГБшной власти, когда они захотят, когда они соберутся это сделать. Так как мы в 17 году помогали, потом в 91-м помогали и нас предали. И вот мне хочется зачитать один очень интересный. Мне написал человек, и я его комментарий закрепил вверху. Он у меня находится, кому будет интересно, «Настоящая история Ичкерии» под видео Хусейн Исханов, часть 1. Очень, кстати, интересная история Хусейна Исханова. Советую посмотреть. Он рассказывает, как было. Это человек, который был рядом с Масхадом, с нашим президентом, все это видел. Он как раз говорит по поводу революции, которую мы поддержали. В 17 году всем известно, хотя это пытались замалчивать, что революцию большевиков, коммунистов выиграли с нашей помощью. Так вот, в 91 году я утверждаю, я это и ранее слышал, и вот тут Залауди Илисов под ником пишет, как это было. Все почему-то забывают упомянуть о самом главном моменте, явившемся тем примером, который поднял боевой дух митингующих. Как мы знаем, боевой дух – это 90 или там 80% успеха, боевой дух. На нашем примере в Первую русско-чеченскую войну мы показали, да, что малыми силами, одним духом можно пинками выгнать террористическую российскую армию. Поднял боевой дух митингующих, явившись тем примером, который поднял боевой дух митингующих, сподвигших их на протестные манифестации и выражение своего недовольства и требований, а именно выход чеченцев в поддержку митингующих на конях перед Белым домом и горцевавших там в течение нескольких, по-моему, дней. На площади, а это было тем именно примером, внушившим мужество митингующим, позволившим им добиться своей цели. Вспомнили? Все об этом только и говорили и удивлялись тому, откуда только они достали этих коней в самой Москве, столице страны. Это же не сельская местность. Хотя главными судьбоносными событиями были эти самые митинги. Как раз этот самый демарш чеченских парней в черкесках, попахах и бурках на площади явился главным вдохновителем на смелые действия митингующих. Мы помогали им, русским, их предприятий по завоеванию своей свободы, которую, к сожалению, они доверили не заслуживающее их доверия человеку. Но это не вина чеченцев. Главное заключается в том, что мы стали плечом к плечу их борьбе за то, что они хотели добиться, чего они хотели добиться. И они пришли к нам с войной. Должно быть в благодарность. И как скажете на милость, за что вас любить и уважать? Почему вы не отдаете отчет тому, что делаете, творите? Что вы за народ? Когда вы образумитесь? Так вот, мне запомнился этот комментарий, очень, я много слышал, как наши там, и не только горцевали на конях, там были Басаев и другие, которые помогали. Так вот, нам отблагодарили черной неблагодарностью. В 17 году, когда мы победили вместе с другими народами царизм, в 44-м мы пережили геноцид, в 91-м мы помогли. Мы опять пережили геноцид. Поэтому дух мы будем поднимать украинцев, будем поддерживать украинцев, русских, россиян. Это мне тут говорят, я русофоб там и так далее. Во-первых, я никакой не фоб, даже не КГБ-фоб. Я уважаю некоторых русских за их смелость, за их... У меня есть товарищи, друзья. Я не могу говорить за всю нацию, но вот по большому счету, даже с кем я работал, общался, люди были имперцами. И имперство – это фашизм. Он мой друг, но он говорит, да, ну давай ты будешь составлять, ну что тебе, плохо. Поэтому я считаю, что
я отношусь, и я называю это русские, потому что русских много. Вот когда русские начнут делить друг друга на, как мы делим, да, кадыровцы, там, украинцы делят на хохлов, и придумают им название, и будут об этом говорить, доносить, чтобы это стало уже мемом, чтобы это стало и таким уже известным названием, я буду этих людей называть так, как если мне объявится русский, скажет, нет, я тут борюсь за свободу, называю их так, как я говорил это украинцам. Нет, это не чеченцы, это кадыровцы. Как я, еще тысячи чеченцев писали, говорили украинцам. И украинцы начали говорить кадыровцы, за что я им благодарен. Поэтому, извините, ничего личного, как говорится, мы просто хотим построить свое государство и имеем на это полное право. Так, тут вопрос идет. Так, Аслан, почему ты не остановишь себе донат Алец, чтобы можно было послать тебе донаты? Так, я по этому вопросу, кстати, об этом я писал еще недавно. Так, вот смотрите, такая тема. Почему нет доната? Когда я хотел устанавливать, да, я делал какую-то работу, и, соответственно, как говорится, любой труд должен оплачиваться, так как должен. И была такая возможность установить донаты. Я залез в интернет, слава богу, он сейчас есть и всем удобно. Залез в интернет и там почитал. Донат Алец выкуплено Mail.ru. Mail.ru, вы знаете, да? Если мне приходят письма из Mail.ru, я их даже не открываю. Извините, тот, кто мне пишет, потому что Mail.ru – это чисто полностью ФСБшная тема, как все остальное. Весь интернет российский, он полностью, как Яндекс, Mail.ru и все остальное, это полностью под контролем. Я этими давно не пользуюсь. Ну, никогда и не пользовался, если честно. Так вот, донаты, призываю всех, кто там посылает кому-то донаты, разборчиво это делать, потому что донаты, все это отслеживается. Также не советую никому делать. Здесь, слава богу, вот здесь есть такая услуга, как суперчат называется. И вот в этом суперчате есть такая же услуга. Не надо через русский этот отправлять и оставлять свои банковские, свои паспортные данные, свои данные своей карты, оставлять там в архиве ФСБ. В этом необходимости нет. Поэтому никто никогда не пользуйтесь донатору. Это чисто ФСБшная тема. Так же, как ВКонтакте, так же, как Телеграм. Понятно, да? Телеграм Дурова, Дуров, его команда. Дуров – это только одно лицо, которое видно. Это всем известный факт. Не пользуйтесь Телеграмом. Будьте бдительны, те, кто находится. У вас очень ВКонтакте, Одноклассники, ну, ВКонтакте и Телеграм – это вот как бы Дурову принадлежит. И есть еще Одноклассники. Такая же тема. Так что будьте любезны. Не посылайте, будьте бдительны. Телеграм, вот то, что они там рассказывали, что Телеграм они блокируют, там, помните, была такая тема, они блокировали Телеграм. Нет, это не так. По моей информации, это делалось для того, проводилось тестирование перехода российского сегмента интернета на чебурнет, так называемый, да, на внутрироссийский интернет. И не было никакого там попытки блокирования. Это была одновременно реклама Телеграма и одновременно тестирование, когда там были сбои, они проверяли, когда они в один день отрубят интернет, видимо, тестирование прошло успешно, и они сейчас закон этот приняли, или он уже прошел в чтениях, или пока еще в чтении. Телеграм и ВКонтакте, это что вы пишете ВКонтакте, Телеграм, однозначно остается. В личке вы пишете, это вообще не проблема. Все достает, все в архивах у них,
все у них. Так что будьте любезны, а, не пишите ни донаты не посылайте, ни донаты не посылайте в эфир. Цабол, нохч бошунас. В первую очередь я обращаюсь к чеченцам, дагестанцам, ингушам, кавказцам, которые находятся в очень тяжелом положении. И знаете, это все такая вот тема, которую надо очень-очень беречь. Вы должны заботиться о своей безопасности, так как мы позаботились, я позаботился о своей безопасности, выехал сюда, спасся. Вы также должны заботиться о своей безопасности, не писать ни в контактах, ни в Телеграме, ни в Одноклассниках, и не донатить через вот этот донат.ру. Запомните это. Будьте любезны. Так. Ставим лайки. 512, вот половина у нас опять. Ну, половина, допустим, это чеченцы, которые сейчас живут в Чечне или еще где-то, поэтому они не ставят лайки. Но за лайки вас не вычислят. Ну, это мое мнение. Так что, береженного Бог бережет, как говорится. Так, Макс Слободский. Аслан, что слышно по Кашумлинскому? Решили ваш ичкерийский вопрос? Нет, не решили. Мы подали не только через Дедусика кандидату в президенты, и они еще отправили там, у них свои депутаты есть, им отправили. Мы отправили председателю Верховной Рады на имя. У нас есть контактное лицо, работа ведется, и пока ответа нет, эти дела делаются не так быстро, как нам хотелось бы, но будем работать над этим. Так, опять. Я куда ушел? Все, я огромное количество пропустил. Так. Подождите, я должен ответить вот на этот. Кирилл задонатил через суперчат, не через донат.ру. Донат.ру у меня нет. Аслан, ответь, пожалуйста, что ты думаешь по поводу ответа Тумсо на твой добрый ему совет? Многим очень интересно. Что скажешь? Дал советы, дал. Я много давал советов, которые люди не хотели понимать, наверное. Аслан, ты читаешь суперчат? Кирилл опять на тебя попал? Да, я прочитал только что твой вопрос. Совет – дело добровольное. Дал, не дал. Чего тут расстраиваться? Да? Так, антиватник. Шариат, демократия, говорит Шатой, говорит. Антиватник, шариат с демократией скрестить невозможно. Либо демократия, либо шариат. Одно из двух. Шариат, что значит шариат? Да? Это очень такая тонкая тема, которой должны заниматься специалисты, да. Вот и не задали мне вопрос, говорит Шатой, я постараюсь там свое мнение сказать. Это не закаевское мнение, это не всех чеченцев Германии, не всех чеченцев, это лично мое мнение по этому поводу. Мы знаем, что шариат очень многое дал, как и ислам, как и арабы дали очень много миру. Международное право имеет огромное количество, подавляющее, можно сказать, в процентном соотношении, тезисов, правил, законов, которые исходят из шариата, из ислама, да. И, конечно же, есть вещи, которые могут противоречить, там, да, как мне объяснили, я там против смертной казни, мне сказали, как ты можешь быть против смертной казни, если шариат это разрешает. Я не знаю, если можно, ты же его не отпускаешь, если его можно осудить на пожизненно, да, то я бы там, если родственники говорят, да, родственники еще в шариате могут простить, что нельзя здесь по этому суду, да, если ты там совершил убийство, родственники по шариату могут сказать, да, я этого человека прощаю, и все, и этот человек прямо из зала суда уходит, как бы сильно ни была доказана его вина. Здесь, в самом гуманном на сегодняшний день суде европейском, да,
такого нельзя сделать, да, родственник не может сказать, я прощаю, он должен отвечать, этот убийца. Так вот, шариат скрестить, да, это очень сложный такой вопрос, но шариатская форма правления – это одно. Шариатские суды, да, к которым пришел Дудаев еще в 1995 году, Яндарбиев зачитывал, было такое решение, что в связи с военным положением, с тяжелой обстановкой, невозможностью осуществлять судопроизводство на надлежащем уровне и там гражданское производство, переходим параллельно, будет еще судебная система была введена Джохаром Дудаевым и там нашими специалистами. Потом дальше это укреплялось, и судебная система, она как бы параллельно может существовать. Если это называется скрестить, то можно это и так назвать. В принципе, это работает там в многих странах, это работает, да. Масхадов, например, до конца оставался президентом, да. Абдулхалим Садулаев до конца оставался президентом. Как если бы они вели бы шариат, там, да, они бы сказали бы с этого дня, как доктор Умаров сказал, я амир, а не президент, потому что президентство там, чтобы народовластие, да, как мне позавчера, в прошлом стриме писали, народовластия нет, там подчиняться должны. Кого эмиром тогда назначить, если, да? Для этого нужны годы подготовки, годы взращивания специалистов, людей. И хотелось бы, чтобы моя страна, да, которая сейчас находится в каменном веке, в средневековье, которая находится, да, каменный, может, нет, но в средневековье, когда Путин установил там жесточайшую диктатуру, когда убивают 10-летних, 12-летних детей, я бы хотел, чтобы мой народ вышел из-под этого гнета, где огромное количество раковых болезней, чтобы мы научились лечить людей, чтобы у нас появились международники, вот именно юристы международного права, которые мы могли, политологи появились, которые разбираются в всех хитросплетениях, да, этого на самом деле, чем больше ты в это вникаешь, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, потому что это очень большая, сложная система. Именно поэтому Ахмед Закаев тот, кто нам сегодня нужен. Вот что я хотел бы по этому поводу сказать. Так, Аслан, как ты относишься, Пенек Московский говорит, как ты относишься к тому, что говорил Гайдар Джемаль и его сын Архан? Пенек Московский. Ну, Гайдар Джемаль был очень, очень умным человеком, да. Я не знаю, насколько он был искренен в своих словах. Но говорил он очень четко, некоторыми вещами я не согласен. Я сейчас просто так много он говорил, этот человек просто ученый своего времени, его даже до сих пор не оценили, мне кажется. Я надеюсь, это был независимый человек, да, и я надеюсь, ему отдадут должное, его уму, его трудам, которые он написал. Он очень хороший был оратор, очень. Я его, кстати говоря, на Чистых прудах видел, когда я жил в Москве. И вот что, как бы это очень сложная тема, в которой я сейчас, не могу полностью сказать, что я могу разбираться. Так, дальше пошли. Так, давайте опять я, чтобы не уехал. Страна развиваться технологически, но при этом вы за религию. Так, Антон задает вопрос. Антон Ребров. Страна развивается технологически, но при этом вы за религию во главе государства. Мое личное мнение, да, я за то, чтобы религия была отделена от государства. Для религии это слишком личное дело. На сегодняшний день человек, у нас столько течений, суфисты, хабашиты, там другие, я даже сейчас не буду вдаваться,
подробности. И мы должны терпеливо с этими людьми разговаривать, не рубить головы. Мы же не ИГИЛ, мы же не фанатики. И такие, и такие, и такие. Каждый должен свою религию исповедать. Не надо этой религией делать себе там проводник каких-то своих этих. Религия должна быть отделена от государства, она должна быть абсолютно неприкосновенна, не облагаться налогами, эти люди должны развиваться, кто хочет посвятить себя религию, он должен, в исламе нет принуждения, этот человек должен просвещать людей, будет этот человек, который придерживается там таких взглядов, он придерживается и рассказывает свои взгляды всем, но по доброй воле это все должно происходить. Придерживается суфийских взглядов, этот суфий должен это все доносить. Считает он там, что кунта хаджи там, да, это реально был хороший, мудрый, образованный человек. Вот эти КГБшники используют его имя и манипулируют нами. Это долгая история, в которой я не хочу вдаваться. Там, я Коран читал, я в детстве весь Коран на арабском языке читал, я знаком с исламом. Да, я знаю, что даже изучав право, я знаю в праве вот столько. Право, оно так огромно, юридическое право, я имею в виду, оно огромно. И я понимаю, что даже там выучив там несколько сур из Корана или даже там зная хадисы какие-то, читал я книги, я не специалист. И меня удивляют люди, которые считают, что они все знают в этой области, только лишь из-за того, что они умеют прочитать 2 суры. Так, как найти, говорит, как найти, почему русские терпят, по сути, рабство? Ну, это очень такой философский вопрос. Потому что как найти? Они не могут найти выхода из этого рабства. Они были рабами при крепостном праве, и большое количество людей находилось тогда в рабстве. Они потом стали после отмены в 1861 году рабства, они фактически остались в рабстве, потому что у них не было ничего, и они, это называлось батрачеством, они батрачили то же самое же, только им теперь уже как бы все время не кормили, это даже было хуже. И вот на таких людях, зная, в каком этом тяжелом положении находятся эти люди, Ленин вот эту идею, которую можно осуществить только в раю, практически из того же Корана, из религии взятое все это, Карл Маркс, его там штудировал Фридрих Энгельс, это все он почитал, просто сплагиатил, принес и начал как бы в русском, в российском, тогда еще в царское российском народе вот эту идею воплощать. В итоге по какой-то причине Ленин умер очень скоро и возглавил все это дело Сталин. Сталин был обычным бандюгом, который вот тот человек, который ничего не знал. Этот человек, просто зная, что надо как-то делать, и не идя потихонечку к этому, просто убивал людей. Ну и как Ленин призывал убивать, Ленин тоже подписывал огромное количество смертных приговоров, террор, это его любимое занятие было. Ну и Сталин перенял это, и они убивали людей. И они опять оказались, русские, в рабстве. Ну, я не знаю почему, как найти, почему они в рабстве, и мне кажется, им там комфортно. Что на самом деле для нас, чеченцев, большая проблема. Украинцы-то как-то еще держатся, им мир сейчас начал помогать, там мы помогаем, другие помогают. Уже поняли, что уже надо останавливать. Но нас-то не слышали и посчитали нас отдать. И этот Запад, и другие посчитали, скормим чеченцев, и русский медведь успокоится. А русский медведь только себе кадров наковал, систему свою подготовил и пошел дальше. Грузия и так далее. Да сейчас в Украине.
Так. Так. Так, я еще раз хотел бы напомнить по поводу того, что командир батальона шейха Мансура, имени шейха Мансура, Муслим Чеберлоевский, будет отвечать на вопросы. Прошу писать вопросы Муслиму на чеченском языке, для чеченцев на чеченском языке он будет отвечать. Прошу писать вопросы. Мне в описании находится мой e-mail. Под видео можете мне писать комментарии, ну, эти вопросы, которые вы... Или же мне в Инстаграм. Тоже в описании под этим видео вы найдете страницу моего Инстаграм. Также вы можете, предлагаю подписаться на другие мои каналы. В любой момент этот канал может быть заблокирован, поэтому предлагаю вам подписаться на другие мои каналы, там разные тематики, но в случае чего вы всегда сможете получать там свежую информацию. И еще хотелось бы, я сегодня разговаривал с уважаемым Саид Амином Ибрагимовым, человеком, которого много знают, очень хорошо знают тут в Европе, в правозащитных кругах. Человек, который провел огромную работу, отдельную войну, пока вел чеченский народ. Саид Амин Ибрагимов вел отдельную свою на юридическом фронте эту войну, подготовил очень качественный, очень грамотный юридический документ, который мы подали 23 февраля. И хочу, чтобы вы обратили внимание, и хочу вот попросить тоже вырезать этот момент, потому что это тоже очень важно, который я тоже хотел бы потом выложить. Да, это вот на 56-й минуте, чтобы потом можно было это все вырезать. Саид Амин Ибрагимов подготовил документ, мы подали его 23 февраля 2018 года о привлечении к уголовной ответственности за преступления геноцид, военные преступления, преступления против человечности. И в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление принято, оно уже там. Сколько бы лет ни прошло, оно находится там. И рано или поздно Международному уголовному суду нам надо сказать, или же все обвинения, которые вы выдвигаете против военного и политического руководства России, недействительны, несостоятельны, и вернуть нам это, отказать нам это. Или же они должны принять. Рано или поздно они это примут. И рано или поздно мы этого добьемся. Саид Амин Ибрагимов это будет, другой кто-то будет, следующее поколение это будет. Мы будем добиваться своего всегда. И ни одна сволочь не уйдет от наказания, от уголовного, справедливого, честного суда. Иншаллах. Ни один преступник, ни один начальник питерского ОМОНа, который устраивал резню в Алдах, ни Катарюрти, который устраивал шаманов, ну и другие. Там все имеется, да, в этом деле. Так вот, пока Международный уголовный суд, да, очень такая ситуация, ядерная страна, нас отдали на откорм, и в какой-то степени надо признавать и свою вину, своих политиков, да, хотя народы Европы, США нас поддерживали. Та же США открыла радио «Свободу» на чеченском языке, на аварском языке, там Северокавказская служба радио «Свободы». И всячески нам помогала, хотя мы некоторые очень забывают такие вещи, хотя у нас нету своей журналистики, своей прессы, а есть люди, которые на чеченском языке работают. И освещала, да, не всегда как бы нам хотелось, но независимая пресса, она есть независимая пресса. Так вот, в связи с тем, что Международный уголовный суд в Гааге не набрался мужества, чтобы по решению прокурора Международного уголовного суда принять дело к производству, мы вынуждены были, Саид Амин Ибрагимов обратился, написал, это видео тоже у меня есть, тут вы можете посмотреть Саида Амина Ибрагимова, вначале там на чеченском языке, там 7 минут, после этого он на русском языке уже он сперва обращается к чеченцам и ингушам, а потом уже обращается на русском языке к председателю ООН, Организации Объединенных Наций, Гутеррешу.
Так вот, мы сейчас обратились к нему, и в случае, если у Гутерреша, у ООН не хватит сил и мужества принять, ну, там по Римскому статуту, в соответствии с Римским статутом, дело к производству МУС, Международный уголовный суд, может принять по решению прокурора МУС, по ходатайству ООН, для председателя ООН, и если там государство подает, мы как государство не можем этого сделать, и, соответственно, мы да, знаем, да, мы в правах урезаны, мы живем в таком супер идеалистическом мире, что все хорошо, но есть народ, который на глазах всех убивается, вырезается 30% этого населения, гнобят в тюрьмах второго сорта, да ты никто. Да, все улыбаются, да, все хорошо. И, ну, это отдельная история. Так вот, если ООН нам откажет, Саид Амин учредил, и будет об этом заранее объявлено, будет марш, пеший марш из, по-моему, Страсбурга, это будет отдельно, потом будет оговорено, пеший марш в Гаагу. Уже очень много людей. Азербайджанцы изъявили желание, украинцы изъявили желание принять участие, русские изъявили желание принять участие. Соответственно, всех людей, я буду об этом часто напоминать, это историческое событие, важное в том числе и для Украины, и для Грузии, и для всех, кто пострадал и, возможно, может пострадать от этого преступного путинского режима. Мы должны будем, если нам откажут, мы должны будет пройти пешим маршем, и чем больше нас, 1000 нас будет, 10 тысяч нас будет, 100 тысяч нас будет, все чеченцы просто обязаны это сделать. Это просто долг каждого чеченца, долг перед памятью тех, кого убили, замучили, изнасиловали, которые сидят в тюрьмах, осуждены на пожизненно, и в тяжелейших условиях сидят. Это долг каждого чеченца. Продать машину, как когда-то на войну уходили, продавали корову, покупали автомат и шли на войну. Точно так же мы должны принять всеми. Я никогда не призываю никого делать то, что не делаю я лично. Так вот, я буду в этом принимать участие и всех призываю, всех людей доброй воли, всех национальностей и религий, и тех, кто не верит в Бога, всех я призываю прийти. Мы заранее понимаем, будьте готовы, что нам это надо будет сделать в случае, если нам откажут. Так, переходим к вопросам. Так, Нохчи антиприкол. Нохчи антиприкол. Я тебя назначил, кстати говоря, модератором. Ты это знаешь? Ассаламу алейкум, Аслам. Хаканалт ире цац видео шсен чуях скачайте пуруб дуйсун. Масалан, Хусейниц Хахил Камел. Ночью антиприкол спрашивает, можно ли мне скачать твои видео к себе там на канал и так далее. Дерду, ночью антиприкол, дерду. Дейл рейс хуйл он, дейл сэр дойл хаахче, дейл рейс хуйл и ич сумхас хитердук. Я буду рад, если ты скачаешь себе эти видео. Так, Аслан. Так, кто тут сейчас? Опять за этим капсом начали тут. Так, и я прошу вот исламские, мусульманские вопросы, ну, поменьше задавать, хорошо? Это я небольшой специалист в этом деле, поэтому чтобы... Так, Вильпес инкульта. Инкульта. Как же я радуюсь тому, что есть такие люди, как Аслан. Спасибо большое. Спасибо большое, Аслан, за понимание и уважение к своим подписчикам. Все взаимно. Кирилл. Взаимно. В судный день узнаем, кем доволен Всевышний, христианами или мусульманами. Анзор Рена говорит. Да, в судный день мы только узнаем, конечно же.
Каждый считает, что он прав. А нам, которые считают, что он прав, нужно найти язык взаимоотношений и сосуществовать, как 1000 лет мы сосуществовали вместе, были и войны, и мир, но мы после войн всегда приходили к миру. Поэтому давайте будем умнее и сразу же жить в мире. Так. Нохчи антиприкол. Дерес хуй цаха арсун суна кусчуа модераторс бол мобо цаха хун. Спасибо, говорит Нохчи антиприкол. Я не знал, что ты меня назначил модератором, я не знал, как здесь работать. Да, мне посоветовали тебя, Нохчи антиприкол, чтобы я тебя сделал модератором. И я забыл тебя уведомить об этом. Ну, мне посоветовали человек тебя назначить модератором. Ну, нажимаешь, кто тебе не нравится, и выключаешь. Но есть правило. Только те, кто оскорбляет и матерится. Так, как найти беситься модераторами? Пожалуйста, модераторы, не бесите наших друзей. Так. Виктор Цой, Сибирь, Урал, Поволжье, Кавказ и так далее не русских земля, а наша коренных народов. Виктор Цой, тебя не поймешь, ты или бот, или кто. Ты мне там такие разные комментарии пишешь, а сейчас ты как бы уже против русских что-то говоришь. Тебя не поймешь вообще. Алейкум салам. Аслан, давай я буду некоторые. Чингу Сардалов, ты будешь, я знаю. Да. Тебе дай только. Ты все тут построишь. И по кругу с руками за спиной ходить заставишь еще, да? Да, дам я тебе. Сейчас я уже не могу, но я тебе назначу тогда. Вы просто, если вас много будет, вы будете тут уже это самое друг с другом соревноваться. И так не будет хорошо. Так. Аслан, будут ли выходить ваши видео из чат-рулетки каждодневные? Симба спрашивает. Симба, я просто физически не успеваю. Сейчас есть там, я занят другими делами, учусь, и, полно дел, просто я не успеваю. Конечно, мне надо делать, потому что мне кажется, это очень важно, да. Некоторые говорят, я хочу русских в плохом свете выставить, что я там только с алкашами, с бичами общаюсь. Я специально, чисто побрившись, аккуратненький сев, разговариваю с ними очень вежливо, чтобы они не матерились, чтобы они не сбегали, да, не убегали. Но при всем при этом попадаются очень мало людей, с которыми можно поговорить, и он готов там что-то внятно разговаривать. Поэтому, да, я буду записывать, общаться. Я не специально выбираю. Кто со мной поговорил, всегда этого человека я выкладываю. Со мной, когда начинаю говорить, там некоторые сразу материться, оскорблять. Это все мы прекрасно знаем. Опа, что-то я не то нажал. Надеюсь, наш стрим не прервется. Так. Криминал, волшебный крендель. Славлю Украину душой чеченца. Так, супер просто. Макс Гартнер. Ассалам алейкум всем мусульманам. Витаю, хунта. Алейкум салам, Макс Гартнер. Рад тебя видеть. Добрый вечер. Доброй ночи. Так, я тут убежала. Так, доброй ночи, Аслан. Так, Люся Каштальян задает вопрос. Или не вопрос. Добрый вечер. Доброй ночи, Аслан. Вітання вам з України. Хай вам Бог допомагає. Боритесь за незалежность та справедливость. Спасибо, будем бороться. Лариса Казаева. Аслан, если дело Гааги примут, что будет с Путиным? Во-первых, если он окажется здесь в России, его обязаны, окажется в европейской стране, которая подписала конвенцию, его обязаны будут задержать. Значит, он будет невыездной.
будет сидеть у себя там. Или же, если русские когда-нибудь надоест им, что над ними вот так измываются, страна, которая имеет 40% мировых запасов, имеет 2% населения мирового, которая могла бы жить там в 10 раз лучше, чем Арабские Эмираты, живет хуже, чем кто бы там ни был. Эти люди когда-нибудь проснутся, установят реальную свою конституцию, восстановят, реальную свою власть установят. Вот тогда русские его сами привезут, как сербы привезли Слободана Милошевича, и задержали, помогли других, там вот это Радка Младича и других там этих военных преступников, которому, кстати, недавно, позавчера, по-моему, они обжаловали приговор, Радка Младич, по-моему, это был, который убивал очень много людей, там 8 тысяч, по-моему, людей они убили. Для сравнения, Путин и российская военная преступная машина убила там 300 тысяч, да, чеченцев. Они хотели обжаловать суд, там ему дали 40 лет, и суд установил, это, я не знаю, в практике было такое или нет, но суд вместо того, чтобы снизить ему, назначил ему пожизненный срок. Поздравляю его с этим радостным событием, поэтому желаю Путину то же самое. Аслан, так, пенек московский. Аслан, ты похудел за здоровьем, все хорошо, береги себя, брат. Пенек, все, слава богу, иншаллах, все отлично. Да, имя, фамилия, тот модератор мой тоже, это не религиозный канал. Да, это не религиозный канал, мы обсуждаем все темы, мы никаких тем не боимся. Есть темы, которые нам неприятно обсуждать, нежелательно обсуждать, но есть темы, которые мы, что еще сказать, да, что сказать. Каждый раз рассказывать, насколько я мусульманин, насколько там это, насколько то. Освободим страну, проведем референдум, проведем выборы президента, парламента, и потом народ будет. Как говорил Джохар Дудаев, решать будет его величество народ. Так, было очень тепло. Посмотрите стримы с Софьевской площадки, хотя бы для поднятия настроения. Да, я смотрел Евгения Зорина. Я смотрел, сегодня украинские блогеры собрались, было очень приятно всех видеть. Я на них смотрю, они, мне кажется, уже, как будто я их 100 лет знаю, потому что я их всех смотрел, и вот они, в принципе, меня изразили этим, что надо выходить на чат-рулетку и показывать, общаться русским, и их мифы разбивать, которые я с успехом разбивал, когда жил в России, теперь я уже разбиваю тут. Так, Дмитро. Аслан, советую вам обратиться с признанием Ичкерии к Дмитрию Корчинскому, его жена Нардеп, а сам он знаком с Муслимом Чеберлоевским. Дмитро, спасибо большое. Надо вот этот момент. Я Дмитро Корчинского знаю, да, я его, видел, так, знаком. Будем обращаться. Нам этот вопрос надо поднять. Ваша Верховная Рада. Было бы хорошо, если Украина нас поддержали бы, да, мы-то находимся, я лично, наши бойцы батальона шейха Мансура находятся там на передовой, они заняты другими делами, они не политики, они воины, и некоторые хитросплетений там не разбираются. Мы находимся тут в Европе, и поэтому были бы очень благодарны, если бы украинцы, в знак доброй воли, я вас уверяю, это исторический момент, если Украина нас признает этот геноцид, признает нашу государственность, признает наши паспорта, вы станете для чеченцев второй родиной. На сегодняшний день, в трудное время, вам это необходимо. И история это останется таким сильным шагом, когда свободные украинцы поддержали свободных чеченцев. Благодаря тому, что мы, наш народ, наш народ, хотя я тоже принимал участие разного рода, бились так долго, так сильно мы бились за свою свободу, что у вас хватило времени вырастить целое поколение. И в какой-то степени чеченскому народу в этом
спасибо, что вы кое-как с большими минусами, но все равно жили свободно, вырастили поколение 25 лет. И поэтому в какой степени вы нам должны. И поэтому в хорошем смысле. Так, сейчас мне тут еще пенек московский. Украинцы, благодарим вас за поддержку. Витаю вас всех. Да, пенек московский, я поддерживаю тебя. Витаю всех. Так, дальше. Аслан, как понять, что кадыровский? Как понять, что кадыровский? Я не понял, Джордж Харрисон, что ты имеешь в виду? Как понять, что кадыровский? Кто кадыровский? Это очень сложно понять. Кадыровских-то не так уж трудно, они-то не очень. Вот внедренные гибнюки, они в этом плане более изощренные. Они еще в долгую играют, да, засылают, это может пройти год, 2, 3, вам могут финансово помочь. Когда у вас там больная тетя, мама, папа, операция, вам дадут денег, и ты уже благодарен, практически спас там жизнь. И раз, ну там очень сложно. Мы должны быть бдительны. Да? Нас знают очень хорошо, потому что среди нас люди, которые перешли на эту сторону, им помогают. Нас знают очень хорошо. Так, Макс Гартнер. Аслан, я считаю, что мы многое потеряли в развитии из-за колониальной политики России, потому как мы были вынуждены сделать упор на непримиримость и упрямство, дабы сохраниться ущерб развитию. Совершенно верно, Макс Гартнер, я полностью с тобой согласен. Но мы сохранили самое главное. Мы с такими потерями мы остались 400 лет. Значит, мы же такие же люди, да, как ты знаешь, из мяса и кости, как и все. У нас тоже кровь есть, и мы все хотим жить и растить, видеть людей вокруг себя. И, в мире мы хотим жить, да, мы не безбашенные, как русские, там, которые там, помните, у меня там видео есть, которые хочет поехать быстрее в Украину воевать. Поэтому, да, мы потеряли, но мы сохранились, раз 400 лет мы добиваемся этого, и ты пример этому, и другие люди этому пример, что мы не смирились, значит, все делали правильно. Да, развитие, не унесли, мы не изобрели компьютер, но у нас то ли еще будет. Я верю, что потенциал чеченцев – это не нефть, которую там русские безбожно грабят, а наш человеческий потенциал. Мы много качеств выработали за это время, когда мы очень конкурентоспособны в мире. Поэтому, да, у нас все будет супер, грядут великие перемены. Я убежден в этом. Все изменится, вы увидите, все наладится, все изменится. Пал совок пойдет, и вот это недоимперия. Кирилл говорит, могут же специально создать контролируемых блогеров, оппозиционеров всячески, раскрутить их, а потом выявлять всех сочувствующих. Кирилл, совершенно верно, об этом и речь. Конечно, выявляются. Помните, был такой Мальцев, сейчас он где-то там пропал, это самое, призывал к революции. Русские привыкли уже не верить, да. Русские есть очень умные, талантливые люди, но они привыкли не верить, и поэтому они это проигнорировали. Макс Акмурза. Аслан, как вы думаете, что станет с кадыровцами, когда Ичкерия станет свободной? Это очень такой непростой вопрос, конечно. Кадыровцы разные есть. Кадыровцы всех называют тех, кто придерживается. Там есть и ГРУ, который не поддерживает Кадырова, да, это креатура ФСБ, там администрация или ФСО, может быть, там, я не знаю, КГБ. ГРУ это военные, там такие есть. Поэтому там есть очень много людей, которые оказались не по доброй воле, которые в тяжелейших условиях находились, и стоял выбор не только твоей жизни, но и всей твоей семьи. Потом есть люди, молодежь, я знаю людей, которые не вдавались вот эти все хитросплетения, пропаганда российская многих отключала. Им просто надо было
зарабатывает деньги, он молодой человек, семья, он идет на эту службу. Потом он понимает, куда он попал, но уже поздно. Ему выйти нельзя, там и так, и сяк. Ну, давление оказывается очень сильно. Поэтому коллективной ответственности не будет, это 100%. Это я могу со всей ответственностью утверждать, потому что я знаю настроение людей, которые занимаются разными там работами. Коллективно, как сейчас они убивают женщин, детей, родственников, там пытают, там все что угодно вытворяют, убивают там братьев, этого близко не будет. Ну, при всем при этом, конечно же, кто-то сбежит. Никто воевать за Кадырова, за Путина из них не будет. Вот кто по горло в крови, они, конечно, попытаются там вот эту молодежь, которые там, молодые парни, там 25-30 лет, которых они набрали, подготовили, там обучали, их попытаются бросить на народ, на это. Ну, я абсолютно уверен в своем народе. Эти чеченцы, они всегда осознают, осознать свою ошибку – это мужество. И этого мужества у чеченцев хватит. А тот, кто по уши в крови, кто в убийствах замешан, ну, за это придется отвечать. Если это будет доказано в соответствии с Уголовным кодексом, с уголовным процессуальным порядке, все это будет решено и будет вынесено решение. И я против смертной казни, против кого бы то ни было. Я за то, чтобы заменяли там высшую меру другим, менее кровавым способом, да. Так, как это кадыровцы и прочие живущие в Чечне, выдающие себя за чеченцев, гражданин мира говорит. Так, я с теплом вспоминаю 90-е годы Казахстана, когда все жили дружно, корейцы, немцы, чеченцы, казахи, русские. Да, нас стравили, да мы со всеми жили хорошо. Мы жили в Грозном с русскими, у нас не было проблем. Я, может, слишком маленький, не придавал значения. Ну, у меня не было. У нас 2 чеченца в классе были, все русские были. Ну, пацаны, парней. Армяне были, евреи были, русские были, украинцы были. Никогда не было никаких. Да, возникали, конечно, конфликты, споры, ссоры. У меня лично не было, я не знаю. Конечно, мы были ущемлены в правах, возникали такие люди, которые обижались. Так, Швенсон. Аслан, как свалить Европу? Швенсон. Это хороший вопрос. Для того, чтобы свалить Европу, у тебя должны быть основания. Ты должен быть преследуем. Если ты будешь преследуем, то, конечно, ты можешь сделать визу, приехать в страну. Это сложный вопрос сейчас, это сейчас долго будет рассказывать. Надо будет на законных основаниях пересечь, на незаконных, я не знаю, как это делается, пересечь границу, и первая страна, в которой ты окажешься, ты у нее должен просить. Это закон первой ступившей ноги, так называемый, да? Куда твоя первая нога, на какую землю вступит, у них ты должен попросить политического убежища. И на тебе лежит бремя доказывания, ты должен доказать, что тебя преследуют по религиозным, национальным, политическим и другим мотивам. При всем при этом ты должен учитывать, что вот юридические, религиозные моменты здесь очень сейчас в связи с этими терактами, с ИГИШами, вот с этими МИГИШами, люди, здесь установка очень внимательно относиться к таким людям, и национальная безопасность любого государства европейского стоит превыше даже международного права. Поэтому будь внимателен. Швенсон, живу в Москве. Швенсон. Лучше место своей дислокации не называть. Дарк пишет. Аслан, меня 8 дней били током. Как доказать
это там за границей. Ну, во-первых, Дарк, да, ток – это излюбленная тема, это уже до того обыденно, да, что они бьют током, что это уже даже считается в порядке вещей. М, а, Во-первых, когда тебя били током, ты должен был это как-то зафиксировать, когда тебя отпустили, да. Если ты не мог это сделать в Чечне, в Ичкерии, Чечении, оккупированная, временно оккупированная, ты должен был сделать в Ингушетии, в Дагестане или еще где-то. Если же ты не сделал этого, то ну, и от тока еще следы не остаются, тоже мы это все знаем. Тогда тебе нужно, я тебе советую, да, всех, кто принимал в этом участие, фамилии, имена, часть, должность, звание этих людей написать, начальник РОВД, начальное имя, фамилия, ты это все должен подробно написать, когда задержали, где задержали, в чем тебя обвиняли, что тебе говорили, ты это все должен написать. И еще было бы хорошо, если бы там, например, ты должен уехать, да, ты там уже не можешь находиться, тебя подвергают, били током, нарушали твои права, тебя пытали. Я бы тебе посоветовал записать видео, там, находясь в Чечне, что и подробно сперва записать это все, и потом вот это все зачитать, или если ты помнишь словами, все это рассказать. Если есть побои, фотографии, это обязательно. Ты должен это все иметь. А потом, если есть свидетели, да, мама, папа, брат, сестра, с них взять видеозапись, как они свидетельствуют. Я такой-то, 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 брат такого-то, такого-то, такого-то. Я подтверждаю, что такого-то числа был задержан мой брат, увезен, пытался, фамилия, место, куда был увезен, сколько пытались, за что пытали. И сейчас догодите, что наша проблема в том, что мы молчим. Нас запугали, что у нас будет. И это видео тебе не надо, это оно должно быть у тебя на флешке. Ты должен собрать максимальное доказательство, потому что бремя доказывания лежит на тебе. Ты должен приехать сюда, это каким путем добраться. Ты тоже должен эту проблему как-то решить. И после этого ты, когда приедешь, еще одно важное замечание. Когда мы сюда приезжаем, да, мы подаем документы в миграционную службу и ждем решения миграционных служб. Чаще всего мы неправильно подаем, мы не умеем правильно подавать эти документы. Чаще всего нам отказывают, да, если у нас явных там нет каких-то доказательств, там видео там и так далее. И после этого нам отказывают, и мы идем в суд. И когда мы идем в суд, тогда мы берем адвоката. И я поступил по-другому. Я приехал и сразу взял адвоката. Адвоката лучше брать не русскоязычного. Мы берем русскоязычного, потому что удобно с ним говорить. Да, это очень удобно. Но при всем при этом русскоязычный адвокат не всегда, чаще всего, не всегда не владеет русским языком, языком страны проживания так хорошо и так не знаком с законами. Говорить не только надо лялякалка, да, хорошо, может у кого угодно работать, надо еще знать законы. Важно не как он там быстро, красиво говорит, важно, насколько он осведомлен именно в миграционном праве. Тоже важно. Надо выбирать. Есть там семейное право, гражданское право. Прав очень много, там уголовное право. Вам нужен именно в миграционном смысле адвокат. Вы выбираете этого адвоката, приносите ему до того, как вы обратились в миграционную службу. Ну, вы можете сперва подать прошение об азуле, об убежище, и после этого вы обращаетесь, ищете адвоката. Находите адвоката с переводчиком, приходит. Для этого деньги. Этих денег у нас, у которых уезжать, нет. Это большая проблема. Ну, это если, как это должно быть, я рассказываю. Берешь адвоката, подготавливаешь как будто на суд, видео, фото. Адвокат обязан хранить тайну. Не бойтесь. Мы привыкли, что нас там уже, что все везде, там ФСБ, там туда-сюда. Не везде ФСБ. Они не такие всесильные. Они иногда больше делают вид, что они всесильные, чем они есть на самом деле. Вот вы подготавливаете этот материал и передаете в миграционную службу. И вот миграционная служба должна на каком-то основании вам отказать. Вот если она отказывает, вы уже этот материал, вы берете, на каком основании вам отказали, берете с адвокатом. С адвокатом надо работать. Это раньше было, мы приезжали, когда шла война,
И мы шли с войны. И уже не надо было ничего доказывать. Ты с войны, тебя уже принимали. Когда наши парни воевали, гибли, они трудились за нас. Теперь, когда мы приезжаем, уже там мир, процветание, там супер дома строятся, поэтому никаких проблем нет. Поэтому, ну как тут нам рассказывают, поэтому бремя доказывания, оно тяжкое с этим с исламским вот этим фактором, терроризмом, с этой пропагандой. Большие проблемы. Нам отказывают, мы тут пытаемся что-то как-то делать, но не всегда все получается. Поэтому вот все это собираешь, эти видео, все, что есть, и отдаешь адвокату. Вот в таком плане это надо делать. Так, Нохчи антиприкол. Насчет вопросов по исламской тематике. Пойдите в мечеть или к ученым в этой сфере и задавайте им все, что вас интересует. Они с радостью вам ответят. Абсолютно с тобой согласен, Нохчи антиприкол. Так, Кирилл задонатил. Так, я далек от Чечни, держусь подальше от политики и всей грязи. Вижу вас честного, порядочного человека, уважающего и другие национальности, религии и закон. Дай Бог, чтобы с вами рядом всегда были достойные вас друзья, и тогда все будет намного легче. Большое спасибо за донат, Кирилл. Большое спасибо за теплые слова. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы мы быстрее вернулись на свою родину. Так. Так, криминал. Так, тут что-то удаляют модеры или что это? Так, что-то удаляет. Так. Ассаламу алейкум, брат. Адам Штром. Ассаламу алейкум, брат. Я тоже живу в Швеции, сдался Азуль, жду, что скажут. Что посоветуете, если будет отказ? Сразу же обжаловать, Адам Штром, сразу же. Если вы подавали с помощью адвоката, подготовь все как следует, то, конечно же, это хорошо. Если же вы просто подались и сказали, вот такая-то у меня история. Еще, знаете, здесь как бы соблюдают, есть два понятия, дух закона и буква закона. И не всегда придерживаются буквы закона, все делать по закону, но не всегда по духу, по смыслу. И вот когда ты даешь интервью, тебе могут сказать, или ему надоело, или просто уже эти беженцы не хотят о них принимать. Да, все, не надо, да, мы все знаем. Так вот, мне тоже это говорили. Да, ну все, не надо. Причем я рассказал, что касалось меня, выслушали все как положено. Я еще рассказывал про свою профессиональную деятельность, что я видел, что я знаю. Мне это к твоему делу не имеет отношения. Так я настоял на том, что меня выслушали, что положение, потому что это касается не только меня, но и других чеченцев, которые едут оттуда, что положение прав человека в Чечне, оно не только удручающее, оно вопиющее. На сегодняшний день чеченцы самый ущемленный народ в правах в мире, на сегодняшний день. При всем при этом бантики, салюты, артисты, какие-то боксеры, гладиаторы, там мечети строят, мечети, спортзалы у нас строят, никаких заводов, фабрик, университетов, покупают там дорогие оборудования для больницы, и никто не умеет этим пользоваться, потому что нет специалистов. Поэтому надо сразу же обжаловать то, что вот тебе придет, сразу же обжаловать и с адвокатом работать. Адвокат не знает, он не знает вашей проблемы. То, что для вас кажется в порядке вещей, этот адвокат не знает. Я могу знать эту систему, я это знаю. Они тут вообще этого не знают. Даже если знают, некоторым бывает неохота. И важный момент. Ведите не телефонный разговор с адвокатом никогда. Всегда разговор по e-mail, только письмами. Письма – это документ. Вы тогда можете спросить с этого адвоката. Есть нечистоплотный адвокат, наплевательское отношение бывает адвокат. Провести диалог с адвокатом по e-mail. Отправил e-mail, получил e-mail. Отправил e-mail. Так и писать удобно, в случае чего через Google переводчик перевел, отправил, если нет там переводчика. Но лучше такие моменты делать всегда с человеком, который владеет языком. Не через Google, потому что он ошибки делает, много ошибок совершает.
Все это очень тоже важно. Всегда общайтесь по e-mail. Так, ассаламу алейкум. Азуль, жду, скажи, посоветуй, если будет отказ. Я тебе посоветовал идти сразу обращаться. Так, Блиц Ашер. А что насчет палестинцев, Рахиния? Чеченцы самый ущемленный народ. Ну, вы, наверное, не владеете ситуацией, да? 30% Рахиния даже не уничтожены. При всем при этом эти люди, конечно, тоже ущемлены. Палестинцы заседают в ООН, у них есть огромное лобби, которое никогда, кстати говоря, не лоббировало чеченские братьев-мусульман своих, чеченские темы, когда там за нас заступались там все, за палестинцев в их рядах наших заступников почему-то не было. Поэтому на сегодняшний день, да, я считаю и глубоко в этом убежден, и готов на цифрах это доказывать, что чеченцы на сегодняшний день самые ущемленные, при всем при этом ведется огромная пропаганда, что чеченцы очень хорошо живут, там у них все хорошо. Нет, это неправда. Мы просто не ноем и идем вперед. При всем это наша особенность нашего народа, черта нашего характера. Если бы мы ныли бы, весь мир бы от жалости умер бы к нам, если мы по каждому факту ныли бы, как ноют некоторые. Так, Лео Фишер. Аслан, вы ичкериец, вы признаете правление Масхада? Если да, то вы в курсе, что поправка в Конституции Ичкерии в 2002 году? Ваши комментарии по поводу этих поправок. Лео Фишер задает вопрос. Я гражданин чеченского государства, Чеченской республики Ичкерия. Да, я могу называть себя ичкериец, да, можно так сказать. Но я гражданин Чеченской республики Ичкерия, да, это будет правильное название, чем ичкериец, да, какой-нибудь. Так, вы признаете правление Масхада? Да, я признаю правление Масхада. То вы в курсе о поправках в Конституции Ичкерии в 2002 году? Ваши комментарии по этому поводу. Как я ранее говорил в своем общении, когда в 1995 году Ендербиев зачитывал, Дудаев там присутствовал, они вводили шариатские суды, они, там есть видео в Ютубе имеется, есть оговорка, что вводятся параллельно шариатские суды в связи с военной и тяжелой политической обстановкой. Так вот, то, что принимал Масхадов, принималось в тяжелейших условиях и в тяжелейшем положении это все происходило. И, конечно же, это было оправдано на тот период времени. Но в соответствии с нашим законом изменение Конституции может принимать только парламент. Во время военных действий некоторые нормы закона не действуют. Поэтому приходится в упрощенном порядке все принимать. Это юридически сложный момент. Я не знаю конкретно, о каких поправках сейчас вы говорите, но я помню, что они принимались по поводу исламского направления, что я хочу сказать, что наша Конституция 92 года принята, она не противоречит Корану и Сунне, что в 2002 году Масхадов просто это утвердил и сказал, что мы не противоречим Корану и Сунне. Наша Конституция, она основана и прописана, что мы мусульмане, что у нас исламская религия. И мы ни в коем случае не наши основные, да, как конституционный строй, например, менять. Это может решаться только на всенародном референдуме. Поэтому это сложный вопрос, который просто так не решить. Так, пользователь, имя, фамилия удалил. Так, зависло, да? А посмотри, на этом зависло или нет. Так, это не стоит. Так, ну, здесь эти идут, сообщения идут. Здесь имя, фамилия удаляет. В чем проблема записи? Настенька бывает. Все, идет запись. Так, да, ну это, наверное, прапорщик что-то делает из Гибни. Ну или просто связь оборвалась.
Так, Макс Гастен, так, вопрос ли это? Как думаешь, Аслан? Видимо, вопрос. Аслан, если мир не заставит отвечать за преступления всех россиян, совершенные от их имени, за которые они наделяют путлеров рейтингами, способны они стать приемлемым обществом? Я считаю, Макс Гартнер, что европейское, мировое общество, оно, конечно, разнородно. Мир, он, как ты знаешь, разнороден. Есть очень-очень люди, которые чеченских прав, и есть люди, которые всегда были нам против. Я считаю, если мир не привлечет к ответственности вот этот, за эти преступления и не поставит свою точку, а то, что они приняли заявление, у них, значит, это уже воля есть, и они все равно, как ни говори, юридические вот эти процессы, наверное, ты знаешь, Макс Гартнер, это такие вещи, которые надо добивать. Не вошел в эту дверь, выходишь в другую, стучишься, и рано или поздно открывают. Поэтому я считаю, что если не привлекут, то этот мир не будет тем миром, которым он был последние эти годы. Он обязан это сделать. А мы обязаны это донести. Хуадина, мугадина, воинчуасамелду. Так, Samsung Уральск. Аслан давно хотел узнать, сколько вам лет. А зачем? Так, мне 41. Так, Аслан, блокируйте негативное. Адам Штром. К сожалению, не привлечет. Поэтому еще посмотрим. Адам, они везде. Так, Виктор Цой. Так. Пока открыть чат, то хочу признаться в любви. Катырюст, правильно. Так. Лариса Казаева. Аслан, наш дом попали 2 ракеты. В доме было 5 человек, но по ТВ сказали, что попали по боевикам. Да, Лариса Казаева, да, это всегда было. Они также в первую русско-чеченскую войну и убивали своих же, наших граждан, этнических русских, и говорили, что это мы делаем. Да, было такое. Dal gestoldal imat szoborlósod a bolcsnál. Так, спасибо, Samsung Уральск. Странник Иса. Аслан, судя по сообщениям в чате, ты собрал... Так, куда он делся? Кто-то удалил имя, фамилия. Имя, фамилия, подожди, подожди. Не надо всех подряд. Имя, ты всех распугаешь, все разбегутся. Подожди, это все наши люди. Они в исламе, они не должны набрасываться, они не должны сразу в голову рубить, за мое мнение. Даже если я неверующий человек, они меня не могут убить. Не говоря уже о том, что я мусульманин. И тот, кто говорит, что я не мусульманин, ислам говорит, что называя мусульманин не мусульманин, человек сам перестает быть мусульманином, вылетает из этого. И ему рано или поздно это аукнется. Сейчас ответим. Странник Иса. Аслан, судя по сообщениям в чате, ты собрал своих подписчиков, демократов, противников шариата. Если вы противник шариата, вы идете против закона Аллаха. Ну, странник Иса, пересмотри все. Я понимаю, что легко вот так коротко обозначить, там, все, ты противник, значит, тебя надо убить, короче, или еще что-то. Это не все так просто, да, странник Иса. Ты не знаешь, что такое. Я уверен, ты не ученый шариатский, ты не ученый ислама. И, скорее всего, раз такие ты вещи говоришь, ты вообще не ученый вообще в какой-либо области. Поэтому разберись сперва вопросом. Мы мусульмане, мы хотим жить в мире со всеми. Здесь, на этой планете, живут огромное количество людей. Мы хотим жить в соответствии, как нам велит наша религия.
но сосуществовать с другими народами, людьми. Нам много надо сделать. А так просто сказать, да, ты этот, давай, короче. Так не пойдет. Так что разберись. И большая просьба, Аслан, очень прошу, отводи их. Кого отводить? Ислам Грозный. Кого отводить? Адам Штром, Аслан, как живется вам в Германии и преодолели вы языковой барьер и за какой срок? Адам Штром, я не преодолел языковой барьер. Для того, чтобы преодолеть языковой барьер, мне надо еще много учиться. Я недавно только приступил, мне недавно только разрешили учить язык. Я его начал учить, но так как я занимаюсь другой деятельностью, надо больше уделять языку времени, я его уделяю меньше, практически язык и вот вся деятельность, которой я занимаюсь, у меня ничего времени ни на что не хватает, поэтому и в 40 лет, 41 год, ну, чуть раньше я приехал, трудно, конечно. Если ты моложе, если вы молодой, я думаю, у вас получится намного быстрее все это. Злой чечен Фазит. Аслан, что скажешь о ситуации в Казахстане? Я скажу, что казахи заслуживают намного лучшего, чем 30-летнее, почти 30-летнее правление Нурсултана Абишевича и теперь его там человек, который будет дальше управлять. Казахи должны жить в свободной стране, когда у них будет не какой-то там человек, который там узурпировал власть, будет жить нормально развиваться. Потому что казахи достойны этого. Казахи очень в воспоминаниях моего отца, в первую очередь, я сужу, когда нас там ссылали казахи, очень умный, хороший, добрый народ, который заслуживает жить. Супер, Батман. Дядя Аслан, ассаламу алейкум. У вас железные нервы. Иной раз посмотришь, какие люди вам попадаются в чате, диву даешься, как вы спокойно держитесь. Супер, Батман. Алейкум салам. Нервов еще нет. Нервы не такие уж они у меня железные, как вам кажется. Шейх Мансур, Аслан, как считаешь, нужно ли восстановить Мехкел? Шейх Мансур, я считаю, это очень интересное дело, которое надо рассматривать, да. Ну, у нас на сегодняшний день президентская форма правления, да, у нас власть, хотя парламент у нас имеет очень хорошие полномочия, да, депутаты у нас имели такие неплохие, у нас, может быть, даже как и даже больше, чем в Америке, да, имели полномочия. Поэтому, вот Мехкел, да, это интересно, но опять же, это решение, которое должно принимать, но это интересно. Я не знаю, мы, чеченцы, очень требовательные, и нам очень трудно бывает одного лидера, даже того же Дудаева, помните, как не мы, а некоторые из нас очень сильно обзывали, ну, может, и агентура была, может, и глупые люди. У нас, знаешь, еще какая проблема? Я как работал с разными людьми, когда занимался этой адвокатской деятельностью, там, другими делами, и сам по себе я такой же, ну, я пытаюсь с этим бороться. Мы очень упертые. Мы считаем, вот если, даже если не прав, если ты уже все сказал, вот на этом надо стоять, и вплоть до смерти. И это очень тяжело. И, конечно бы, Мехкел раньше у нас, говорят, он был, может быть, это неплохое, но это все надо обсуждать, выносить на референдум, подготовить людей, объяснить этим людям, что это такое Мехкел, как это работает, и не обидеть никакую часть общества, как-то аккуратно дадись. И мы должны это понять. Вот, пережив сейчас, в каком состоянии мы находимся, нам стыд и позор будет, если мы не будем соблюдать закон, если мы не будем, если у нас не появится государство образующее мышление. Для того, чтобы оно у нас появилось здесь, в Европе хотя бы, кто находится, мы должны создать гражданское общество, мы должны показать, что мы европейцы, показать, что мы готовы к государству.
иногда я этого не вижу. Я иногда думаю, враг даже не русские, которые захватили нас и порабощают. Мы сами. Все, ты-то все. Мы даже не разговариваем. Всё. Ну, а почему у тебя такая? Давай придем. Мы же находимся на чужбине. Ну, это очень сложные вещи. Шендикап, что у нас цадича. Так, Блиц Аскер говорит, нет никакой Ичкерии. Блиц Арчер, это тебя нет. Спасибо, Ичкерия Лайф. Тебя нет и никогда не было. Поверь мне, Ичкерия есть, была и будет. В этом можешь не сомневаться. Будем мы или не будем, а Ичкерия будет. Так, так. Samsung Уральск. Будь честным, Аслан, я хочу брать у вас пример. Вы хоть обычный человек, но все же у вас богатые качества, богатые качества настоящего мужчины. Samsung, я предельно честен. Я даже свой возраст сказал, не утаил. Почему я не честен? Я говорю то, что я думаю. Если ты думаешь, что я тут сижу ради того, чтобы тебе какой-то там... я даже не мечтаю, что я увижу конец войны живым и здоровым. Ну, я буду это делать для того, чтобы хотя бы кто-то это увидел. Ну, я мечтаю, конечно, да, буду честным, но как бы надо, надо добиваться всего, и если не суждено, я, короче говоря, не сел сюда, чтобы, ну, не приехал в Германию. Я себя в Москве очень хорошо чувствую. Кто меня знает, подтвердит. Так. Шейх Мансур, Аллах, рейс Хилон, Мехкел очень сложный вопрос, но для того, чтобы весь народ был доволен и в равноправии, думаю, можно было бы восстановить. Шейх Мансур, да, вести активную работу, как и в исламской, и в этой тематике. Болбу Бабиш, мы находимся, ты знаешь, 25 лет состояния войны, 20, да, уже, ну сколько, уже 20, больше 25 лет мы находимся в состоянии войны, поэтому а, поэтому, конечно, надо сперва провести. Нельзя ничего наскоком делать. Это будет очень-очень плачевно. Тем более с учетом нашего характера. Мы-то себя хорошо знаем. Так, Samsung Уральск. Я про себя говорю. Аслан, я буду честным, вы ошибаетесь. Ничего бывает. Да, я ошибся. Вы про себя говорите, Samsung. Да, извиняюсь тогда. Я думал, вы говорите про меня. Ну, тогда спасибо за теплые слова. Так, сколько чеченцев думают, как ты, Горджик? Все думаешь, чеченцы думают, как я. Есть, конечно, которые многие не понимают, но мы ведем работу, мы хотим донести до этих людей. Мы не желаем ни от кого отбирать ничего, ни ислам отбирать. Мы мусульмане, мы цивилизованные люди. Мы начинали войну не ради того, чтобы воевать, не ради того, чтобы там радикализироваться и там 50 лет с автоматом бегать по горам, призывая принести себя в жертву ради джихада. Мы начинали войну, вернее, против нас ее начали, мы ее оборонялись для того, чтобы свое государство отстоять, свою свободу. Поэтому мы все так думаем. Просто мы должны к этому прийти, к единому, нормальному пониманию. И мы, я уверен, к этому придем. И нам хватит мудрости. Мы мудрый народ, у нас хватит терпения, сил. Да, иншаллах, мы придем к этому. Поэтому сегодня мы уже 2 часа общаемся. Поэтому я бы хотел бы на этом уже прекратить, потому что, наверное, вы уже от меня устали. Я от вас никогда не устану. Так, на этом я предлагаю закончить наш эфир. Следующий эфир будет во вторник. Время, место точно я тоже сообщу.
следите за эфирами, подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, выводите это видео, распространяйте наши мысли, которые я говорю не только от себя, которые мы тут все поддерживаем, ну и некоторые вещи я говорю от себя, поэтому всем желаю удачи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Акюэль. Дерез масана вал адикюэль. Ва алейкум салам, вежери, Акюэль. Так, завершить.